Надежда Саханская. Добрый вечер. В начале выпуска коротко о темах. Как на улицах, так и на воде в Верхневилюйском районе началась череда профилактических рейдов. Чисто там, где не сорят. Якутяне встречают май массовыми субботниками. Как настоящие огнеборцы в Амге прошло соревнование юной пожарной. Старшеклассники отработали навыки поведения в экстремальных ситуациях. 22 мая вступит в силу новый закон, который поможет многодетным семьям сохранить ежемесячное пособие, даже если их среднедушевой доход немного превышает региональный прожиточный минимум, не более чем на 10%. В таком случае выплату продлят еще на год, но в размере 50% от прожиточного минимума на ребенка. По оценке зампреда Комитета Госдумы по защите конкуренции Игоря Игошина, мера затронет более 231 тысячи детей. Кроме того, семьи, с которым с января этого года уже отказали в пособии из-за превышения дохода, смогут рассчитывать на пересмотр решения без подачи дополнительных заявлений. Правительство России расширило программу дальневосточной арктической ипотеки на участников СВО, защищающих приграничные территории, и медицинских работников государственных организаций. По словам вице-премьера Юрия Трутнева, это решение направлено на поддержку защитников Родины и привлечение квалифицированных кадров на Дальний Восток и в Арктику. На сегодня жилье по льготной ставке в 2% уже приобрели 202 тысячи семей, а общая сумма выданных кредитов превысила 1 триллион рублей. Программа обеспечила трехкратный рост объемов жилищного строительства на Дальнем Востоке и увеличение на 73% в арктической зоне. Республика вовсю готовится к весенним полевым работам. От этого зависит будущий урожай и продовольственная безопасность региона. К 30 апреля в районы уже завезли зерновые, однолетние кормовые культуры, семенной картофель и минеральные удобрения. Всего в этом году планируют засеять 52,5 тысячи гектаров. Еще предстоит обработать чистые поры на площади 7 тысяч гектар. Эти шаги помогут выполнить стратегическую задачу – увеличить объемы местного производства в 1,5 раза к 2030 году. На реке Вилюй началась череда профилактических рейдов. На сегодня регулярные пассажирские перевозки обеспечивают суда на воздушной подушке. С закрытием переправы лед стремительно теряет прочность из-за таяния, образования трещин, промоин и воды на поверхности. Также рейды проходят и на улицах Верхневилюйска. С наступлением теплого времени года на дорогах значительно увеличивается количество мототранспорта. Вместе с этим возрастает и число дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов. Хотел бы напомнить, что мотоцикл – это транспорт повышенной опасности. Даже незначительное столкновение может привести к серьезным травмам. Уважаемые мотоциклисты, не пренебрегайте средствам защиты. Шлем, экипировка, световозвращающие элементы – это не формальность, а ваша безопасность. Соблюдайте скоростной режим, избегайте агрессивного вождения. Уважаемые родители, контролируйте досуг своих детей. Управление мототехникой без водительских прав и навыков может привести к тяжелым последствиям. Также сообщаю, с 1 по 11 мая текущего года на территории Верхневилюйского района личный состав отделения госавтоинспекции переходит на усиленный вариант несения службы. Северо-Восточный фонд помощи и поддержки Донбасса продолжает доставлять технику в зону проведения специальной военной операции. Очередную партию бойцам отправили ко Дню Республики. Груз также включает адресные посылки и подарки к 9 мая. Всего с начала года на передовую силами Якутии доставлено 70 единиц техники. Добиться таких объемов получилось благодаря сотрудничеству фонда с предприятиями и ведомствами республики. Канун празднования Дня трудящихся и годовщины Великой Отечественной войны поступает много ходатайств и обращений с общественных объединений, чтобы отметить самых отличившихся наших волонтеров, добровольцев, которые каждодневно, системно, не первый год оказывают помощь, и, пользуясь данным ходатайством и соответствующими мероприятиями, мы вручаем нашу общественную награду за вклад оказания помощи СВО. Население Мюрюнского наслега встречает май массовыми субботниками. Мероприятие стало доброй традицией, ведь все участники верят, что, убирая мусор, они помогают пробуждению природы. С каждым годом жители все бережнее относятся к тем местам, где они живут и растят своих детей. Такие субботники проводят не только в районном центре, но и в других населенных пунктах, что благополучно влияет на экологический фон.
Территория наследия разделена между организациями и микрорайонами, так что в итоге наш наследие должен быть чище и краше. Также вчера провели субботники по заготовке дров для семей участников специальной военной операции. Там приняло участие около 80 человек. Также, пользуясь случаем, хочу их поблагодарить тоже, потому что вот такие работы, такие субботники, они сплочают людей, и также результат работы, она благоприятная и очень нужная. В Алекминске тоже стартовал сезон традиционных весенних субботников. Местная инициативная группа жителей решила не спорить об ответственности за уборку мусора, обнажившегося после таяния снега, а самостоятельно объединиться, чтобы привести город в порядок. О примере гражданской активности в Алекминске смотрите далее. Потерявший первоначальный облик Спасский сквер берут под патронаж. Такое решение приняла инициативная группа, вышедшая на эту локацию на субботник. Но мы решили провести внеплановый такой субботник, собрать образовательные организации, трудовые коллективы. За данным сквером закреплены 3 организации. Это некоммерческая организация «Батарейка», управляющая компания «Комфорт» и «Газпром». Более 100 человек из разных организаций решили, что чистый город – дело рук человека. И кто, если не мы? Семья Шевелевых – традиционные участники абсолютно всех мероприятий, касающихся экологии, начиная с самых юных членов. Это воспитание. Я убираю мусор, чтобы природа не загрязнялась очень сильно. Это хулиганы мусорят. Как раз таки вот с такого и возраста, с дошкольного возраста, нужно прививать любовь, во-первых, к своей малой родине, природе. Да? Да, чтобы было чисто в нашем городе. В ближайшие дни компания «Комфорт» приведет в порядок ограждения и деревянные сооружения сквера. Наметили планы по общему облагораживанию сквера, благоустройству его, ремонту малых архитектурных форм. Вот в части сейчас первоочередная это была вот уборка территории. Буквально завтра начинаем восстановление в части забора, которые пролеты отсутствуют, упали, демонтированы, запланированы работы по подвозу грунта, по размещению в местах просадки и заболачивания территории. Ну и будет покраска деревянной конструкции для защиты их от осадков. Ежегодные участники всех акций в городе «Газпром». Наша организация каждый год участвует в массе мероприятий, связанных с городом, связанных с районом. Каждый год мы пытаемся привести общественные места города в порядок. Также мы регулярно убираемся на набережной реки Лена. Поэтому в этом году мы решили капитально взяться за это, так сказать, наше особенное место, которое несколько лет назад было построено. Все просто. Не ждать указаний, а самим привести свой кусочек планеты в порядок. На субботнике у нас и школьники участвовали тоже, и ребята удивились, почему столько мусора, почему фантики не выкидывают в мусорки, потому что мусорки, в принципе, во всех скверах стоят. И хотелось бы обратиться к тем именно людям, которые невзначай так уронили бумажку, поднимите и выкинете в мусор. Елена Фаст, Максим Копылов, Алекминск. В поселке Хандыга Тампонского района отметили 15-летие горно-геологического техникума под девизом «15 лет на глубине знаний». За годы работы учебное заведение стало ключевым центром подготовки квалифицированных кадров для горнодобывающей промышленности региона и всей республики. Юбилейная программа объединила коллектив выпускников и жителей района. Праздничные мероприятия включали концерт и ярмарку, в рамках которых участники подвели итоги деятельности техникума и обсудили планы по его дальнейшему развитию. Студенты показывают концерты в селе Теплый Ключ, село Сосыльцы. И сегодня данный концерт проходит для жителей поселка Хандыга. Собранные средства от концерта будут направлены на приобретение билетов для участия наших девушек Лаптевой Таисии, Шариной Нейны в финале всероссийского конкурса «Студенческая весна», который будет проходить в городе Хабаровск.
30 апреля отмечают свой профессиональный праздник Герои Огненного фронта. Пожарная охрана России празднует 377-ю годовщину со дня основания. В Якутске в этот день лучшим пожарным и спасателям вручили ведомственные награды, почетные грамоты и благодарственные письма. Кроме того, организовали демонстрацию современной пожарной техники и показательные выступления. Огнеборцы показали, как проходит эвакуация людей с 4-го этажа, а также приняли участие в эстафете, продемонстрировав физическую подготовку и выносливость. Сегодня пожарно-спасательный гарнизон располагает большим количеством специальной и вспомогательной техники, а также современным водолазным и спасательным оборудованием. Много спасенных жизней, много проведенных профилактических мероприятий на территории нашей республики по обеспечению пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Я хочу сердечно от себя лично, от руководства Главного управления поздравить всех ветеранов в первую очередь, наших пожарных, наших спасателей, наших водолазов, наших взаимодействующих структуры правительства Республики Саха-Якутия, министерства, ведомства, Якутской территориальной подсистемы, которые обеспечивают совместно с нами, проводят мероприятия по обеспечению безопасности. В Амге прошло спортивно-познавательное соревнование «Юный пожарный». В нем сразились 5 школьных команд. Старшеклассники прошли 5 этапов, где отработали навыки поведения в пожароопасных и экстремальных ситуациях. Ребята выполняли те же задания, что и настоящие огнеборцы при тушении пожаров и спасательных работах. По итогам напряженной борьбы победу в общем зачете одержали сразу 2 команды от Амгинской СОШ номер 1, а бронзу завоевала команда Битюнской среднеобразовательной школы. Основные цели и задачи являются развитие пожарно-прикладного спорта в образовательном учреждении Амгинского улуса, популяризация профессии пожарного, приобретение практических навыков и действий в случае пожароопасных экстремальных ситуаций, сокращение количества пожаров, происходящих по причине шалости детей с огнем, и предотвращение детского травматизма при пожарах и выявление перспективных спортсменов. В Якутске откроется выставка главного художника Саха-театра под названием «Люди и птицы». Экспозиция представляет собой философское размышление о связи земного и небесного, где образ птицы становится центральным концептом. В работах автора птица выступает связующим звеном между материальным миром и духовной культурой, приобретая глубокий символический смысл. На выставке будут представлены живопись и графика, театральные костюмы и ювелирный дизайн, созданные в разные годы. Увидеть работы автора жители и гости столицы смогут со 2 мая по 7 июня в Национальном художественном музее. Люди, которые любят свою профессию, они настолько вдохновляются порой поиском результата хорошего, что у меня такое ощущение бывает, что их посещает вдохновение. Такое же чувство полета. Я вот в этой выставке хотела рассказать именно об этом, об удивительном чувстве полета творчества, когда люди из неизвестно откуда появляется у них удивительная духовная энергия. Это были все новости к этому часу. До встречи в итоговом выпуске новостей.